Приветствую всех у себя на канале. Сегодня продолжим тему согласования прилагательных и существительных. И прежде хотел бы обратить внимание, как важно правильно переводить с одного языка на другой, чтобы затем получить в обратную правильный перевод. Вот есть у меня сборник пословиц чеченских. Вот и одна из пословиц дана, вот это оригинал дан, и перевод на русский язык. Казалось бы, все красиво здесь, но из-за того, что здесь слишком красиво, вы в обратно не получите вот такой вот перевод. Посмотрим, что же мы получим, когда переведем в обратно. Так, вот что мы получили. А вот это наш оригинальная пословица. То есть вот не совпадает, потому что здесь на самом деле вот это в эргативном падеже идет связка, а это в именительном падеже. То есть здесь эргативный падеж, в эргативном падеже существительное воздействует на существительные в именительном падеже. Чтобы вот это нам получить, такой же перевод, вот на самом деле здесь должен был русский перевод какой бы дан. Не дружные кошки, не дружных волков победили, а дружными кошками недружные волки побеждены. Если посмотрим вот это именительный падеж у нас, а есть вообще родительный падеж. Бартботчу беззалоин. В родительном падеже получилось вообще. Родительный падеж используется тогда, когда что-то принадлежит кому-то. Допустим, вот этот беззалоин. Не знаю, там это волков, что-то волков, волкам что-то принадлежит, или волчье это прилагательное может быть, беззалоин. Ну, здесь эшина, тут тулира, но это синоним от глагола тола. Это от глагола эшо образовано, а это от глагола тола. Они, в принципе, это глаголы синонимы. Но здесь у нас законченное совершенное время. Просто здесь нам нужно будет получить не туилира, сейчас а толла глагол. Вот мы получили тут такой же порядок прилагательных с существительными. Бартболчит сыгыша, бартботчу берзалой. Ну, кроме глагола, как я сказал, уже это синоним. Так, теперь продолжим нашу леденящую кровь историю с прилагательными из прошлого видео. Вот что у нас здесь было. Значит, были не согласованы прилагательные с классом существительного. Я это сделал, это согласование. Для примера посмотрим, как теперь у нас будут эти предложения все звучать. Мы подставим сюда просто в это предложение, воспользуемся этим предложением, но здесь у нас будет не волки с кошками, а ложки с ложками. Так, переводим.
Так, вот когда у нас правильно составлено предложение, то вот у нас все правильно получается. Обращаю внимание, что кроме именительного падежа, во всех остальных падежах у прилагательных почти как правило у всех идет наращивание окончания. То есть длинными ложками, просто длинные ложки деха айгаш, длинными ложками уже дехач айгаш, вот, длинной ложкой бехач айга, в именительном падеже беха. Вот большими дакхичу айгаша, маленькими ложками кегичу айгаша. Если были маленькие ложки, было бы кегий айгаша. Но здесь маленькой ложкой жимачу айго, жима айктола. Может быть, может быть и жимчу также. Бывает, что и жимчу. Особенно если в песнях поет, чтобы войти в рифму, может сокращение здесь быть. Жимчу. Здесь может быть и не дехачу айгаша, допустим, а если для рифмы нужно, чтобы вошло в рифму, то и дехач может быть здесь. Но это уже так и... Так. Вот можете посмотреть, как все это будет. Так, вот это у нас опять же. Так, ну вот, допустим. Оставим вот это вот как эталон. Посмотрим. И теперь возьмем по аналогии, как мы видели, пословицу. И чтобы для красоты возьмем, допустим, вот у нас как правильно. Эргативный падеж воздействует на именительный падеж. Возьмем для красоты, чтобы красиво было. Большие ложки. Так, большую ложку. Победили, да? Победили. Вот уже нету воздействия. Это уже именительный падеж получился. Нету воздействия на другой объект. То есть и здесь именительный падеж, и здесь именительный падеж. Непонятно, кто на кого воздействует. Поэтому, когда будете переводить русские предложения на чеченский язык, очень вот это дело продумывать. Так, ну и еще одно предложение сделаем. Всеми любимое, мне кажется, предложение, все его любят. Где моя большая? Вот по-русски просто говорится, где моя большая ложка, да? Но по-чеченски, если сказать мичик самбоха айк, оно не полное предложение это. Нужно добавить слово находится или есть, где моя большая ложка есть или находится. Так, есть. Мичсан бок айкду. Здесь у нас влазит глагол да, это в понятии есть, кушать что-то. Но у нас, а если находится, то это вот наше слово, вот это вот. Оно здесь не согласовывается, потому что прибывает глагол есть в понятии кушать. Так, поскольку у нас класс бу, то нам нужно будет здесь изменить на бу, вот так. Теперь совсем по-чеченски. Мичик сэм бок айк бу. Где моя большая ложка находится. Спасибо за внимание.